Здравствуйте, вы смотрите программу ТОП-10, в студии Розалия Борисова и самые актуальные новости уходящей недели. Стабильное электричество в селе Колымское Нижнеколымского района с 7 января ограничили подачу электричества. Данная мера вызвана небольшими запасами топлива на электростанции. По словам главы Ховарчинского наследия Петра Котельникова, во всех социально важных объектах свет есть круглосуточно. В жилые дома электричество подается поочередно по 2 линиям через каждые 2 часа. Новые лица в министерствах. Егор Борисов в 2017-м в первую очередь занялся кадровым вопросом. Министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии назначен Антон Сафронов. Руководитель ведомства ранее трудился в одном из филиалов компании «Тотал» в Папуа-Новой Гвинее. Также экс-председателя Госкомитета по геологии и недропользованию Леонид Ковалев теперь советник главы Якутии. Соответствующий документ подписал Егор Борисов. Напомним, должность председателя Госкомитета по геологии Леонид Ковалев занимал с 2003 года. Курс на 2017 Илдархан призвал коллег к повышению ответственности и активному взаимодействию в рамках внедрения проектного управления. Главными приоритетами названы борьба с бедностью и развитие местного производства. Кроме того, как напомнил Борисов, нынешний год объявлен в Российской Федерации годом экологии, а в Якутии годом молодежи, что предполагает усиление мер государственной поддержки в данных областях. Республика готовится к третьему этапу реализации закона о дальневосточном гектаре. Министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева отметила, необходимо устранить 3 основные проблемы, связанные с отказом от предоставления гектара. Самое главное – некорректность публичной кадастровой карты. Вторая причина отказов связана с неполнотой информации федеральной информационной системы. И последнее – около 82% земель республики относятся к лесному фонду, и 23% заявлений сегодня поступают в департамент по лесным отношениям. Безопасное игнорирование. Специалисты вновь и вновь предупреждают: Банк России не рассылает СМС-сообщения и письменные уведомления. Гражданам не следует обращать внимание и реагировать на телефонные звонки от имени банка и предоставлять данные о карте. В противном случае мошенники смогут списать со счета денежные средства. Виктор Лебедев и Виктор Рассадин вошли в число сильнейших борцов планеты. Объединенный мир борьбы обновил рейтинг лучших борцов вольного стиля на январь 2017 года. В число сильнейших вошли 2 представителей Якутской школы вольной борьбы. Куда податься клонированным овчаркам? Уникальные собаки боятся якутских морозов, не прошли тест в кинологический центр МВД, а российские ученые и вовсе пророчат им скорую гибель. Якутских киноманов лишили нескольких премьер. По словам заместителя директора кинотеатра «Лена» Георгия Николаева, компания Central Partnership не представила пакеты картин Paramount Pictures из-за отказа показывать «Викинга». Кинотеатр не получил разрешения на показы фильмов «Ла Ла Ленд», «Молчание», «3 икса. Мировое господство» и «Звонки». Войти в рабочий режим после продолжительных выходных специалисты рекомендуют в первую очередь восстановить режим сна и бодрствования. Также советуют делать упражнения на концентрацию внимания, повышение работоспособности. Это были ТОП-10 новостей Ясия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.